Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. В начале выпуска коротко о главном. Будь осторожен! В Сосногорске прошли профилактические мероприятия «Дети и дорога». Контейнеры не свалка. Управление ЖКХ призывает сосногорцев перестать складировать на контейнерных площадках не предназначенный для этого мусор. И в музей на каникулах. Школьники из детского оздоровительного лагеря городской гимназии побывали в историко-краеведческом музее. В Сосногорске прошли профилактические мероприятия «Дети и дорога». Сотрудники госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения и народными дружинниками выходили на улицы, чтобы рассказать сосногорцам о правилах безопасности на дорогах. Мария Лидовских продолжит. Главная цель мероприятия – профилактика детского травматизма на дорогах и снижение аварийности с участием детей. Юные инспектора движения совместно с сотрудниками ГИБДД и народной дружиной проинформировали детей и взрослых о безопасном поведении на улице и вручили пешеходам светоотражающие элементы. Светоотражающий элемент, чтобы наклеить на свою курточку, для того, чтобы в темное время суток водитель вас мог издалека увидеть. Анжелика Остапко вступила в ряды ЮИД, чтобы помогать людям знать правила дорожного движения и правильно их соблюдать. На уроках ОБЖ мы проходим правила дорожного движения, а также мы тренируемся оказывать медицинскую помощь при ДТП. Иногда у нас бывают игры, в которых мы можем соревноваться, кто лучше знает правила. Курирует юидовцев Андрей Зобнев. Сам он член добровольной народной дружины и преподаватель ОБЖ в одной из сосногорских школ. На своих уроках он также рассказывает детям про ПДД и даже учит оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Ребятам очень нравится, занимаются. Я считаю, что это правильное дело, потому что есть такие водители, которые у нас недобросовестные, не выполняют правила дорожного движения. Вот с ними и проводим профилактические беседы на снижение ДТП. Юные инспектора только присоединились к движению. Сотрудники ГИБДД вручили ребятам нагрудные значки юидовца и поблагодарили за желание помогать в столь нелегкой работе. За период профилактического мероприятия на дорогах было пресечено 170 правонарушений ПДД. Из них 4 водителя нарушили правила перевозки детей, 25 не посчитали нужным пристегнуться, 2 нарушения совершили пешеходы. Также в рамках мероприятия сотрудники ГИБДД пресекли совсем не безобидную детскую забаву. В ходе патрулирования инспекторами госавтоинспекции вне населенного пункта на загородной трассе были замечены 4 несовершеннолетних детей 2013 года рождения, которые передвигались по краю проезжей части без светоотражающих элементов. При этом один из несовершеннолетних выбежал на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством. В момент нарушения несовершеннолетние фиксировали на мобильный телефон. С детьми провели профилактическую беседу, после чего юных нарушителей доставили в школу, где они обучаются, и передали родителям. Материалы направили на комиссию в отдел по делам несовершеннолетних. Отделение ГИБДД призывает жителей нашего района соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и осторожными на дорогах. Мария Лидовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. На этой неделе на контейнерной площадке по улице 40 лет Коми в Сосногорске был оставлен строительный мусор. Ситуация повторяется не первый раз. Управление ЖКХ регулярно оповещает жителей, что такие отходы должны вывозиться самостоятельно за свой счет. Однако многие либо не знают этих правил, либо игнорируют их. Подробности в следующем сюжете. Вывозом твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок в Сосногорске занимается компания «Региональный оператор Севера». Договоры с подрядчиком заключают управляющие компании. Однако о вывозе некоторых категорий отходов жителям необходимо позаботиться самостоятельно. Это крупногабаритные отходы, то есть резинотехнические изделия, которые потеряли свои технические свойства, порубочные остатки, строительные отходы от разбора зданий и сооружений. На контейнерных площадках можно складировать твердые коммунальные отходы, к которым относится мелкий мусор, который складируется в контейнеры для сбора мусора, и мебель, холодильники, все те отходы, которые именно от жизнедеятельности человека.
Вывоз запрещенных к складированию на площадках отходов на платной основе осуществляют организации «Региональный оператор Севера», «Ухта-Спецавтодор» и экологический центр «Экокоми». «Ухта-Спецавтодор» также выдает талоны на размещение мусора на полигоне при самостоятельном вывозе. У нас в городе Сосногорске проводится большая работа по информированию населения путем размещения информации в СМИ, доведения ее, также размещением информации на остановках, на домах, на квитанциях. Управляющие организации размещают эту информацию. Но все равно на сегодняшний день мы видим тенденцию на уменьшение, но периодически на контейнерных площадках города образуются большие свалки от разбора зданий и сооружений. Это у нас гаражи, сараи, шины в больших количествах. Работникам управления ЖКХ приходится вывозить запрещенный мусор за счет муниципального бюджета. Однако, если удается установить личность нарушителя, ему грозит денежный штраф. Или же к ответственности могут призвать руководителя управляющей компании, на чьей территории находится контейнерная площадка. Этим занимается Роспотребнадзор, поскольку выброс таких отходов может приравниваться к загрязнению окружающей среды. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В период весенних каникул на базе сосногорских школ действуют детские оздоровительные лагеря. Там ребята могут провести свободное время весело и полезно. Школьники из ДОЛ «Созвучие» городской гимназии побывали в историко-краеведческом музее. К экскурсии присоединилась и наша съемочная группа. Сотрудники историко-краеведческого мемориального музея к каждым каникулам готовят интересную программу для юных гостей. Это и обзорные экскурсии, это и интересные мастер-классы. Вот сегодня, например, к нам пришли гости, это учащиеся гимназии города Сосногорска. Для них подготовлен мастер-класс по живописи нефтью на спилах и также обзорная экскурсия и музейный час на тему «Интересные факты о нефти». Самой известной таблеткой от головной боли является аспирин. Знаете все аспирин? Вот, раньше его изготавливали из коры ивы, а теперь там используются тоже продукты переработки нефти. Ребятам предложили изобразить рисунок с национальной тематикой – родовые знаки коми-народа. Сначала тренировка на бумаге, потом на деревянном спиле. Поделка остается участникам мастер-класса в качестве сувенира. Потом школьников ждала экскурсия по музейной экспозиции, в которой представлены палеонтологические находки, страницы русской истории и старинные предметы быта. Что было опасно? Что можно испортить одежду, да? Он прожжется, угольки выскочат маленькие, испортит одежду. А еще были красивые такие. Такие вот. Это для кружева, это маленькие, да? Меня удивило то, что очень тяжелый утюг был. Мамы старались, гладили. Нам рассказывали про блокаду Ленинграда, нам рассказывали про зуб мамонта и про старые времена. Нам рассказывали про образование города Сосногорска, про Усть-Ухту. Мне понравилось все. Все было интересно. Посмотреть, узнать что-то новое. Даже детки с Усть-Ухты, которые к нам приезжают на площадку, очень многого не знали о своем родном месте. И сосногорские тоже очень интересно о быте, о промыслах, о том, где их родители работают. Возможность порисовать нефтью, эффект вау произведен. Экскурсии и различные мастер-классы для детей и взрослых в Сосногорском музее можно организовать по заявке. Звоните по телефону 5 46 02. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Центр социальной защиты города Сосногорска информирует население об изменении условий услуги льготного проезда на муниципальном транспорте. Теперь на некоторых маршрутах вместо привычных отрывных талонов нужно будет использовать социальную карту или же подключать услугу к своей банковской. Социальные проездные билеты с отрывными талонами, которые ранее приобретали граждане ежемесячно, будут заменены социальными транспортными картами, или услуга льготного проезда будет подключена к банковской карте гражданина. Социальная карта выдается гражданину, который имеет право на льготный проезд на общественном транспорте. Получить карту в первый раз можно бесплатно. Если карта утеряна или испорчена, восстановить ее можно будет, заплатив 100 рублей в кассе Ухтинского автовокзала. Баланс социальной транспортной карты составляет 420 рублей на текущий месяц.
Пополнить транспортную карту на текущий месяц можно будет до 15 числа текущего месяца, на следующий месяц с 20 числа текущего месяца. Важно, что остаток средств, который не использован гражданином в текущем месяце, переносится на следующий месяц. Информацию о способах пополнения данной карты можно уточнить в Центре соцзащиты. На территории муниципального района Сосногорск воспользоваться транспортными картами можно будет в автобусах по маршрутам: номер 101 Сосногорск-Устюхта, номер 103 Сосногорск-Дачи, номер 109 Сосногорск-Поляна, номер 208 Сосногорск-Ухта, номер 534 Сосногорск-Троицко-Печорск и номер 536 Нижнеодес-Сосногорск. Для получения карты гражданам необходимо обратиться в Центр социальной защиты населения по адресу Гоголя, 9. При себе необходимо иметь паспорт и документ, удостоверяющий право на получение мер соцподдержки. В случае подключения к банковской карте при себе необходимо иметь личную банковскую карту. Хочется отметить, что для лиц, которые пользуются проездом на льготных условиях в городских транспортах, ничего не изменится. Они также будут осуществлять свое право на основании социальных проездных билетов. И в завершении выпуска коротко о погоде. На выходных и в начале следующей недели температура в Сосногорске будет от -1 до +3 градусов днем, до -5 ночью. Переменная облачность, временами усиление ветра и мокрый снег. На этом пока все. Увидимся в ближайших выпусках нашей программы. Хороших выходных и до встречи. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.